Республиканская детская и юношеская библиотека запускает новый проект к столетию нашей республики. И называется он «Кочуем по Бурятии». В чем суть данного проекта, спросите вы? А вот в чем. Мы хотим совершить путешествие по нашей прекрасной, благословенной предками земле, узнать, чем живет сейчас Бурятия, какие интересные места и люди живут в нашей республике. Хохмотың сыргыты, шылсан хадыдын зыты, ходың хыжынгы үнгірті, ордың жынхыны сайылты, оқтың байдық урилты, хыбыт намхың хыжынгы. Сэмбына, дорогие друзья! Начинаем мы наш проект с обзора замечательного, прекрасного Кижингинского района. Кижинга – один из самых живописнейших уголков нашей прекрасной республики. Две широкие долины, по которым текут две реки Кадун и Кижинга, окаймленные невысокими горами, создают прекрасную картину природы в любое время года. По этим долинам с давних пор расселились и живут 11 родов хоринских бурят, и своей прародительницей они считают мать-лебедицу. Находясь в этом районе, мне всегда хочется вскочить на коня, проскакать несколько десятков километров, остановиться, вдохнуть полной грудью, почувствовать свободу, свежий воздух, поставить юрту, сесть у огня, взять моринхор и затянуть протяжную песню бурятскую, бесконечную, как сама степь. А вы знали, допустим, что Кижингинский район образован был в бородатые 40-е годы и просуществовал всего 19 лет. В 1959 году он был упразднен и был восстановлен уже в современном виде в 60-е годы. Вот как раз переходя к этому, я хотела бы рассказать вам о нескольких неизвестных фактах, интересных о Кижингинском районе. Вот первый из них. Находящийся в Кижингинском районе Ромаковское месторождение является крупнейшим в России и одним из самых крупнейших в мире по добыче бериллия. Что же такое бериллий, ребята? Бериллий – это мягкий, но не пластичный металл бело-серого цвета. Добавка бериллия дает твердость и прочность изделиям, в которых он добавляется. А еще один момент есть такой интересный, что разновидностью бериллия являются изумруды. Вот такой интересный металл, ребята. Проходившая по территории Кижингинского района Хандакатайская узкоколейная дорога была самой длинной в России и составляла 260 километров. Из всех узкоколейных дорог России, видимо. Построена в Кижингинском районе ступа Субурган Джарун Хашор является самой большой буддийской ступой на территории России. Размер ее составляет 44 на 44 метра, высота 33 метра. Для сравнения, ребята, футбольное поле составляет 45 метров на 90. То есть Субурган составляет где-то половину футбольного поля. Вот такое оно огромное. И еще сейчас один интересный факт, который я вообще первый раз слышу, и наверняка вы тоже. Провозглашенное на территории Кижингинского района в 1919 году Кадунское государство было первой и последней попыткой бурят создать свое независимое государство по примеру Тибета. Вот, оказывается, какие еще вещи на Кижингинской земле происходили. Ну, а сейчас, ребята, давайте дадим возможность самим кижингинцам рассказать о своей земле. Для этого Кижингинская детская библиотека предоставила нам видео, в котором они подробно рассказывают о своем прекрасном крае. Ну а я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч. Кижинга – один из красивейших уголков Бурятии, край, воспетый в песнях и стихах. Благодатная Кижингинская долина богата уникальными памятниками истории и культуры. Одна из них – буддийская святыня ступа Джарун Хашар. Эта великая ступа подобна драгоценности. Она исполняет все желания, оказывает помощь каждому, кто с чистым сердцем преклоняется перед ней, совершает обход вокруг нее и относится к ней с благоговением.
Великая ступа возведена для того, чтобы нести людям радость и счастье. Для каждого, кто подходит к Великой ступе, закрываются 3 двери низшего бытия. Совершающий обход вокруг нее обретает 7 качеств божественного счастья: благородное рождение, большое наслаждение и понимание, силу и успех, избавление от болезней и долгую жизнь. Осенью 2001 года недалеко от села Кижинга в местности Залата вновь построена ступа Чарун-Хашор. Название переводится как «исполнительница желаний». Это уменьшенная копия священной буддийской ступы, которая стоит в Непале. Самая большая ступа в Бурятии, 18 метров высотой, Чарун-Хашор, можно сказать, возродилась из пепла. Впервые она была построена в 1915 году. В 1937 году ее взорвали. Восстановлена она на прежнем месте в том же виде. Возвращение ступы Чарун-Хашор на Кижингинскую землю – событие номер 1. Мир и порядок, добро и спокойствие снова и отныне во веки веков будет дарить на земле Хори. Чарун-Хашор ослепительно красиво на фоне голубого неба. На самом верху развивается на ветру победоносный Харуков. Чуть ниже, на 4 стороны света, смотрят всевидящие глаза Будды. Взгляд спокойный и проницательный. Еще ниже ободок из 63 ниш. В каждой находится бурхан. Во внутреннем пространстве, а это около 10 квадратных метров, заложены бесценные сокровища, подарок Далай-ламы, полное собрание буддийского канона Канджур и Данджур, подарок Богдагагена, огромное количество мантр, статуи божеств, украшений. Кижингинский дацан Даши Хумбалинг. История дацана ведет свое начало еще с 1758 года. Тогда по монгольскому обычаю дацан располагался в войлочной юрте на склоне горы Челсана. Затем в 1773 году был построен деревянный дацан, который пострадал от пожара. После пожара в 1782 году был построен новый дацан возле устья реки Мунгат, невдалеке от нынешнего села Кадунский станок. В 1853 году дацан перенесли в низовье речки Захар-Шиби на северной стороне реки Кижинги. Так под склоном горы Залата был основан Кижингинский дацан Даши Хумбалинг. Но во времена антирелигиозной политики Кижингинский дацан и ступа, исполняющие желания, не избежали участи других религиозных сооружений. Так, в 1937 году они были взорваны и полностью разрушены. Современный Кижингинский дацан был построен в 1991 году. Сейчас на территории дацана находится 4 дугана – Диважин-дуган, Сахёсун-дуган, Маню-дуган и Сокче-дуган, а также имеются деревянные дома для лам и послушников, в которых они живут и принимают прихожан. Особенность кижингинского дацана – это роспись на стенах, картины, выполненные резьбой по дереву, деревянные резные рельефы. Кижингинский дацан является единственным дацаном в Бурятии, на территории которого возведены по всем канонам большие статуи Будды Шакьямуни и Будды Майтреи. Статуи Будды Шакьямуни высотой 7 метров находятся в специальном павильоне 8-угольной формы в центре территории комплекса. Также недалеко от дацана, примерно в 20 метрах, находится дуган в виде пещеры, посвященный великому просветленному тибетскому йогину и средневековому поэту Милареппе. Небольшая скульптура изображает аскета, тело которого приобрело зеленый оттенок от употребления скудной растительной пищи. Милареппа особо почитается в тибетском буддизме как лама, которому удалось достичь просветления за одну жизнь.
На этом уникальном фоне Кижингинская центральная детская библиотека, маленький островок детства, сияет своим теплым, мягким, радостным светом в социум села, выполняя самые разные функции. Она является информационным центром, местом духовного общения и досуга, создавая при этом условия для творческой самореализации юных читателей.